Эфир телеканала «Якутия-24» продолжит брифинг оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике, предлагаем послушать. Дмитрий Юрьевич, доброе утро. Расскажите о текущей ситуации с лесными пожарами у нас в регионе. Доброе утро. Сегодня на территории республики тушится всего пожаров 235. На площади более 1,5 миллиона гектаров. Тушится 63 из них. Людей привлечено на этом пожаре более 2000 человек. И техника работает 259. За сутки локализовано 16 пожаров, ликвидировано 3, вновь обнаружено 11. За сутки также работали воздушные судна Министерства обороны, Министерства чрезвычайных ситуаций и вертолеты гражданской авиации. Вертолеты занимались переброской, воздушные судна, самолеты занимались сливом воды на пожарах, работали в Вилюйской группе районов. Также работал самолет-зондировщик, он работал по Горному, Усьмайскому и по Намскому району. К сожалению, таких, скажем, ресурсных облаков их нету, поэтому здесь самолет работает, как говорится, по не тому желанию, которое нам хочется, но в то же время по тем облакам, которые у нас имеются как ресурсные облака. Сегодня по решению штаба запланирована работа всех воздушных судов, также работа самолета циклона-зондировщика, который будет работать по вызыванию искусственных дождей. Он будет работать по Усьмайскому району, по Горному и по центральным районам нашей республики. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем выпуском новостей. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Осенний сезон охоты под вопросом. Минэкология рассматривает возможность переноса на другой период. Жители Якутии могут обучиться IT-профессиям. Расскажем подробности. Ленские школьники вернулись из 23-й экологической экспедиции. В Якутске планируют создать региональный лесопожарный центр. С таким предложением обратился глава региона Айсен Николаев к президенту страны. Предложение Владимир Путин поддержал и поручил правительству рассмотреть этот вопрос. Как отмечают специалисты, создание такого центра усилит контроль за пожарной обстановкой и расширит уровень охраняемой территории лесного фонда. Будет создан региональный центр в городе Якутске, то силы и средства будут уже на федеральном уровне. В нашем Улусе, например, вообще нету гусеничных тракторов. Несколько есть у частных лиц, но они не предоставляют из-за того, что там техника ломается очень в лесах, поэтому очень трудно бывает, привлекать гусеничную технику на тушение лесных пожаров. И вот в этом смысле мы тоже очень поддерживаем предложение Айсена Сергеевича. Накануне специалисты провели встречный отжиг действующих лесных пожаров в Горном районе. Отмечается, что при западном направлении ветра в Якутске может наблюдаться задымление. По последним данным, за минувшие сутки в Якутии ликвидировали 9 лесных пожаров на площади 94 148 гектаров. На тушение очагов возгораний задействовали 2158 человек и 288 единиц техники. На особом контроле находятся 5 природных пожаров, которые действуют на расстоянии менее 5 километров от населенных пунктов Харатумула и Миконского района, Йорт, Дикимдя, Магарас и Кюрелях Горного района. Также в связи с пожарами могут перенести осенний сезон охоты в Якутии, сообщила Минэкология республики. На данный момент подготовлен соответствующий проект распоряжения главы региона. В соответствии с законодательством разрешение на добычу охотничьих ресурсов выдает в установленные сроки, и в случае введения ограничения охота не будет осуществляться до снятия режима чрезвычайной ситуации. Отмечается, что пожарами охвачено 0,66 всей территории охотничьих угодий республики. После окончания
окончания пожароопасного сезона министерство проведет анализ состояния охотничьих ресурсов в местах, охваченных пожаров. Каждый 7-й ипотечный кредит в Дальневосточном округе выдан по программе «Дальневосточная ипотека». За 5 месяцев текущего года рост ипотечного кредитования на Дальнем Востоке в целом составил 33% к аналогичному периоду 2020 года. Всего выдано более 31 тысячи кредитов. Наиболее активно программа «Дальневосточная ипотека» реализуется в Приморском крае, Якутии и Хабаровском крае. Для жителей Якутии открыта запись на обучение IT-профессии. Получить IT-образование могут граждане России старше 16 лет. Учеба проходит в онлайн-формате. Половину стоимости компенсирует государство. Ведущие образовательные организации открыли запись на направление разработка мобильных приложений, Java-разработчик, бизнес-аналитик в IT и другие. Проект состоит из курсов, которые чаще всего выбирает молодая аудитория. А вот в Тампонской модельной библиотеке сложилась давняя традиция – это трудоустройство молодежи во время летних каникул. Сегодня здесь работают и осваивают новые навыки 3 будущих молодых специалистов. Подробнее об этом нам расскажет Мария Винокурова. Студент Российского технологического института Аял Прокопьев второе лето работает в Тампонской библиотеке. В прошлом году помогал внедрять проект «Культурная среда» национального проекта «Культура», а также осваивать сотрудникам и посетителям новые цифровые технологии. В момент, когда я приехал, библиотека только построилась. Здесь завезли новое оборудование, новые компьютеры, в том числе и 3D-принтер и 3D-сканер. Нужно было провести полную работу. Надо было построить сайт, настроить 3D-сканер, 3D-принтер, установить программное обеспечение. Я в основном этим занимался. Директор Тампонской библиотеки и председатель Хандекского совета депутатов Елена Колодезникова считает, что трудоустройство молодежи – это очень важная социальная миссия, которая открывает возможность как для молодых, так и для самой библиотеки. И в лице этих ребят мы находим единомышленников, волонтеров. И в будущем, возможно, кто-то из них выберет профессию работника библиотеки. Кстати, у нас в коллективе есть такие сотрудники, которые в свое время летом у нас работали и в дальнейшем уже выбрали профессию библиотекаря. Десятиклассница Хандекской средней школы Евгения Слепушкина и студентка ЗВФУ Айлана Сидорова трудятся в Тампонской библиотеке с июня, но очень довольны комфортными условиями работы. Сейчас я делаю больше упор на работу с молодежью, подготавливаю какие-то мероприятия, привлекаю аудиторию и делаю так, чтобы было интересно сюда ходить, потому что я не хочу, чтобы библиотека воспринималась как такое шаблонное место, скучное, много пыльных книг. И я хочу вдохнуть, так скажем, новую жизнь, новое дыхание. Ребята осваивают здесь новую социальную роль сотрудников, учатся работать в коллективе с пользователями, внедрять новые проекты. Коллектив библиотеки, в свою очередь, получает от молодежи креативные идеи, изучает их интересы и с учетом пожеланий внедряет новые формы работы. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. К другим новостям. Этой осенью начнут фиксировать новые нарушения ПДД – езду без ходовых огней и ближнего света фар. Новая технология компании «Астролаб» позволит распознавать это с помощью нейросети. Технология появится в 12 регионах – Москве, Крыму, Твери, Иркутске, Красноярске, Омске, Ульяновске и других регионах, где «Астролаб» обслуживает около 1500 камер. Как рассказал генеральный директор компании Сергей Ласкин, новый функционал станет доступен осенью, но регионы сами решат, когда им воспользоваться. Сейчас за езду без ходовых огней и ближнего света полагается штраф 500 рублей, причем оплатить его можно со скидкой 50%. В лагере имени героя Хлопкова в Тверской области завершилась дальневосточная смена. Бригада якутских волонтеров 2 недели занималась поисковой деятельностью. О результатах своих работ ребята поделились с нашим корреспондентом в Москве Айсеной Бурнашовой. Все подробности далее. Каждое лето Ржевский район принимает волонтеров-поисковиков вахты памяти. Со всей России сюда приезжают добровольцы и приступают к поискам останков советских солдат, предметов и вещей Великой Отечественной войны. В этом году к масштабным работам присоединились 15 якутских студентов. Для многих это первый опыт поисковой деятельности. В
составе якутской группы были и те, кому поездка в Ржевский район стала воплощением мечты. Правнук победителя Леонтий Суздалов с детства впитал дух патриотизма, интересовался историей страны. У меня есть прадед со стороны по отцовской линии. Он пошел на войну в 1942 году и вернулся в 1945 уже после победы. Я с детства интересовался историей своей родины, поэтому мне это было очень интересно. Котелки, снаряды, гранаты и даже фрагменты боевых машин. Эти артефакты волонтерам удалось найти всего за 2 недели. Свою первую находку якутянка Оливера Амосова, пожалуй, не забудет никогда. В поросшем травой поле она нашла оружейную гильзу. Ты идешь и штыком проверяешь, там что-нибудь есть или нет, потом металлоискателем и уменьшаешь радиус. И после этого копаешь и находишь. Нахождение гильзы — это очень сложно одновременно, потому что они маленькие и их щупом легко не найти. Всего же усилиями волонтеров было поднято 4 солдата. В данное время идет установка имен и фамилий бойцов. На поле, где с 42 по 43 годы шла ожесточенная Ржевская битва, поисковикам удалось найти и редкую вещь – медаль за отвагу. В конце она выяснилось, что эта медаль была дана во время русско-финской войны. Получается, человек, который носил эту медаль, воевал во время русско-финской войны, потом пошел воевать в Отечественной войне. Все находки организаторы вахты памяти внесли в специальный реестр. В ближайшее время, когда при лагере имени Охлопкова откроется музей, экспонаты смогут увидеть все желающие. Айсена Парнашова, Виктор Олесов, Ржевский район, Москва. Вернулись с научными изысканиями и массой положительных эмоций. Ленские школьники изучили флору и фауну бассейна реки Нюя. Это была 23-я экологическая экспедиция под руководством педагогов станции юных натуралистов Центра доп. Образования СРГ и ученых из города Якутска. Ленские юные следопыты изучили энтомологию реки Нюя и провели научные изыскания на особо охраняемой территории Хатаго. Участниками 23-й детской экологической экспедиции стали школьники Ленского района, в основном из сельской местности в возрасте от 13 до 16 лет. У нас в экспедицию поехало по факту 10 детей и 7 взрослых. Сплавлялись, был сплав с устья Чаянды до населенного пункта Артанахра. С детьми работал научный руководитель с Якутска, энтомолог Зыков Еремей Никитич. Большое ему спасибо за то, что он в такое непростое время смог приехать. Он с каждым ребенком проработал. Организовывали поездку Центр доп. Образования СРГ и Ленский комитет государственного экологического надзора. У истоков экспедиции стоял экс-председатель комитета Борис Мыреев. В этом году в силу возраста он не смог поехать. Непосредственно от нашего комитета в качестве сопровождающего был госинспектор, который сопровождал на протяжении всей экспедиции, всего маршрута вот эту группу. Жить в естественной среде обитания сегодня не так-то просто, тем более детям. Но они отлично справлялись с этим на протяжении 2 недель, даже новички. Например, Карина Крафт из поселка Южная Нюя впервые приняла участие в экспедиции. Понравилось, то, что подружилась со всеми. Интересно очень. Исследовательская работа у нас была, проекты делали. Изучали насекомых, растения. И рыбу изучали, рыбачили. Ученица первой школы Полина Иванова уже опытный путешественник. Она буквально в июне вернулась из историко-краеведческой экспедиции, но роль эколога ей приглянулась больше. Рыбачить научилась, костер разжигать научилась, гребсти научилась, чистить рыбу научилась, потрошить рыбу, готовить рыбу, спать в палатке, когда холодно, а утром жарко. На Рылахе мы 4 дня, по-моему, ночевали. Там был дом, а до этого мы все время в палатках спали. Поэтому немножко так роскошной жизни. Результаты экспедиции будут представлены на научно-практической конференции «Шаг в будущее». И кто знает, может, на научном небосводе Якутии, а то и России загорятся новые звездочки, и ими станут ленские юные исследователи. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Завершим выпуск темой погоды. Жара ожидается в Якутии в августе. Температура почти по всей республике ожидается выше нормы на 1-3 градуса. Также после дождей, которые придут в регион в ближайшие дни, вновь установится жаркая погода. В частности, в центральных и северных районах, сообщает управление гидрометеослужбы. К этому часу это все новости. Хорошего дня!